Дорогие братья и сестры, я рада приветствовать вас в любови Господа нашего Иисуса Христа в этот святой субботний день. И вначале я бы хотела спросить вас, может быть, не спросить, но представить, попросить представить или вспомнить, у кого такие были, возможно, опыты. Скорее всего, в детстве мы все проходили через это. Как мы переходили или пытались перейти, возможно, весной речки, озера, лужи, когда начиналась оттепель. Были такие опыты у вас в детстве? Может быть, у кого-то и во взрослом состоянии, конечно, но чаще в детстве. Вы помните, да? Когда начинались проталины, появлялись на реке, либо на озере, уже где-то местами лед трещал, а ты шаг за шагом, потихонечку, неуверенно, да, так передвигаешься и думаешь, надеешься, вернее, да, выдержит ли он вес твоего тела, выдержит или не выдержит. Да, и вот о надежде сегодня мы с вами и поговорим. Давайте по нашей традиции заглянем в словарь. Вот словарь Ефремовой говорит, что надежда – это ожидание чего-то благоприятного в сочетании с уверенностью в его осуществлении. То, на что можно надеяться, опереться, положиться, оплот. В словаре Даля слово «надеяться» поясняется так. Надеяться на что-то – верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, слушайте внимательно. Надеяться, считать исполнение желания своего вероятным. И совсем вяло, но с юмором, надеяться – это частица «авось», выраженная глаголом. В Писании наряду со словом «надежда» почти так же часто используется слово «упование». Вот в словаре Ефремовой упование – это твердая, стойкая надежда на кого-либо, на что-либо. Словарь Даля говорит, уповать на кого-либо, твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не смущаясь. Заметим, что упование – более жесткое значение того же понятия. Если надеяться лежит в диапазоне от твердой уверенности в осуществлении до значения «авось сбудется», то уповать означает исключительно уверенную надежду, отметающую всякое сомнение. Собственное слово «надежда», видимо, когда-то означало нечто подобное. Это слово имеет корень «деж», общий со словом «дюжи», что означает «большой», «рослый», «сильный», «очень крепкий». И слово «надежный» тот же Даль поясняет так: «верный», «несомненный», «прочный», «твердый», «крепкий». Но со временем все мельчает в этом мире, и почти вышедшее из употребления решительное слово «упование», что знаменательно используется разве только что в Библии. А активно применяемая в разговорном языке надежда, увы, от употребления лишилась своей твердости и скатилась до жалкого авось. Но мы в сегодняшнем нашем размышлении попробуем вернуть силу, утратившей силу надежды. Или, по крайней мере, разделить на то, что можно надеяться, а на что уповать. И начнем мы с людей. В самом слове «надежда» заключается указание, на кого прежде всего надеются люди. Припоминаем, что значит слово «дюжи». Дюжи. Только что я говорила. Сильный, крепкий, да, большой. И как раз сильные мира сего являются основным объектом надежд большинства людей. Согласны? Ну, люди на кого надеются? На власть имеющих, да, на сильных, крепких, успешных и так далее. Помните, у Некрасова, возможно, кто-то помнит, в стихотворении «Забытая деревня» написано: «Вот приедет барин, барин нас рассудит, барин сам увидит, что плохая избушка, и велит дать лесу, думает старушка». А в конце этого стихотворения, помните, что написано? «Четвернёю цугом покатились дроги, а на них гроб с барином, а в гробу вместе с барином и все надежды наивных жителей забытой деревни».
И сегодня, несмотря на многовековой опыт, как часто в роли этих наивных старушек выступают очень неглупые люди. Многие думают, вот придет новая власть, серо-буро-малиновая или зеленая в крапинку, и тогда уж, да, заживем. Или вот я познакомился с таким влиятельным человеком, что теперь-то уж... Или вот я напишу на самый верх, и они-то уж, ну как, есть все решат. Такое впечатление, что люди на свет только родились. Но что особенно обидно, что среди этих оптимистов есть и наши братья и сестры, христиане, хотя и слышат, и читают постоянно. Не надейся на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Псалом 145, 3 стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Псалом 117, 8, 9. Я буду много приводить сегодня цитаты из Библии, поэтому кто записывает, я не буду ждать, пока мы будем открывать, я просто прошу, запишите, да, если надо, кому-то дома будете смотреть. Псалом 117, 8, 9. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Исайя 2:22. Все влиятельные люди появляются в мир и исчезают из мира по воле Бога. Даже по человеческим меркам. Скажите, какой начальник имеет большие возможности, чтобы разрешить какую-то сложную проблему? Конечно же, тот, кто имеет больше власти, кто выше стоит, да? Так кому же те, кто знает, у кого высшая власть, должны бежать в сложных ситуациях? Мы те, которые знаем Бога. Но всегда ли мы бежим к Нему? Великолепной иллюстрацией их действительных возможностей служит диалог Пилата с Иисусом из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 10 и 11 стих. Помните, да, ситуацию, когда Иисуса привели к Пилату? Пилат говорит ему, Иисусу: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Слышите, эта пылинка говорит Богу. Но Господь быстро ставит все на свое место. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Ты, говорит, не имел бы этой власти, если бы свыше Бог тебе ее не дал. И неужели мы, христиане, забыли судьбу Навуходоносора? Даниила, 4 глава, 26-27 стих. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я и дом царства силу моего могущества и славу моего величия?» Раз, мозги долой, и он уже поскакал на 4 лапах на 7 лет травку щипать, на витаминную диетку, чтобы гордыня немножко похудела. И, пожалуй, это один из немногих случаев за историю человечества, когда она таки похудела. Во всяком случае, такого признания дорого стоит. Даниила, 4 глава, 34 текст. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, который все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Заметим, что это после того, как Бог отобрал у него царство, власть, богатство, разум. Да. А теперь я хочу сказать несколько слов тем, кто, может быть, подумал, что категорический отказ от надежды на власть имущих исключает молитвы о них, покорность им или признание того, что они поставлены свыше. Ни в коем случае. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». И Тимофея 2 глава, с 1 по 3 текст. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Итак, покоряться? Да. Молиться? Да. Но надеяться и искать в них опору ни в коем случае.
Вторая ошибка, которую часто совершают христиане, как вы думаете, какая? То есть, кроме власти имущих, какая вторая ошибка? На кого надежда? На кого мы чаще надеемся? На человека. Ну, на ближнего, да? На ближнего. Ну как же, мой ближний, мой брат, моя сестра во Христе, мои старые друзья, мои родные и близкие, моя жена, муж, ребенок, родители. Как же мне не надеяться на них? Я должна по заповеди любить, и люблю их, а значит и надеюсь. Или нет? Иакова 2 глава, 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбить ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Но если вы надеетесь на то, что и он будет любить вас, вы совершаете ошибку. Он может и не любить вас, но вы должны любить его. Матфея 5:46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же самое делают мудрые. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Любите ближнего своего, но не надейтесь на него. Не делайте его своей опорой. Сколько в жизни ситуаций, когда, казалось бы, самая несокрушимая любовь рассыпается в пыль, самая крепкая дружба переходит во вражду, самые прочные родственные связи превращаются в стальную стену до конца жизни. И очень часто одной из причин разрыва отношений в том, что надеялись на человека, попытались опереться на него в сложной ситуации, ну или не сложной, а он оказался или слаб, или не способен поддержать, или по какой-то причине просто не захотел этого сделать. И все. Разбежались. И уходят из семьи, и перестают разговаривать на годы, и уходят из церкви, и становятся врагами на всю жизнь. Не найдя понимания, они приходили к убеждению, что нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Но ведь, познав истину, они забывали, что и они ведь оказались в том же числе. Как часто мы судим других по поступкам, а себя оцениваем по намерениям. Других по поступкам, а себя по намерениям. Есть свидетельство одного христианина, как он несколько десятилетий назад, будучи осужден за преступление, совершенное еще в свою мирскую бытность, встретил в заключении старого христианина, который отсидел уже много лет и совершенно никак не выказывал какую-то обиду, ожесточенность, а тем более обиду на Бога. И вот он его спрашивает, как это возможно столько лет отсидеть и остаться таким же открытым, добрым и любящим? И тот ему ответил, я верю во Христа, и Он укрепляет меня. Благодаря Ему у меня есть в жизни 3 принципа. Первый, мне все равно, где умереть, в тюрьме или в Кремле. Второй, живая рыба течет против течения, а мертвая по течению. И третий принцип, будь строг к себе и милостив к другим. Слышите, да? Будь строг к себе и милостив к другим. Итак, как же нам избежать горьких разочарований, когда, делая добро, помогая и служа людям, мы получали взамен неблагодарность, предательство, несправедливое обвинение в свой адрес и многое другое? Решение простое и парадоксальное – перестать надеяться на своего ближнего. А чтобы оставаться близкими друг к другу, мы должны, помогая и служа людям, ожидать воздаяния не от них, а от Господа, ради которого мы и проявляем любовь к ним. Ведь именно тогда мы сеем в дух, и рано или поздно пожнем жизнь вечную. Галатам 6:9 написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Это остается стандартом для каждого из нас. Не ослабевать и не унывать, если, делая добро, не получаем взамен ничего. Так легче жить, так легче разбираться с болью предательств и неверности. В
конце концов, Бог ничего не спросит у нас о том, как с нами обращались другие. Но мы дадим отчет о наших делах и наших поступках. Мы очень часто требуем от других, чтобы они были нашими ближними. А суть в том, чтобы самим становиться ближними. Вечные стоны, мне мало внимания, меня не любят. А суть в том, чтобы именно мы сами старались оказывать внимание другим. Сами старались их любить. Не вываливать на ближних свои проблемы, а стараться помочь им в их проблемах. Не требовать любви к себе, а стараться любить самим. Так в чем же здесь параллель с надеждой на ближнего? А вот в чем. Не надейтесь на своего ближнего, а пытайтесь сами стать для него надеждой. Не пытайтесь опереться на него, а становитесь сами его опорой. И поверьте, множество проблем в ваших взаимоотношениях просто растворятся в воздухе. А теперь рассмотрим третий ошибочный объект наших надежд. И это сами мы, да? Надеемся, когда мы на себя самих любим. Мы живем в современном мире, где все толкают друг друга локтями, где успех является мерилом достоинства, в мире, который кричит: будь самоуверен, надейся только на себя, и ты достигнешь успеха в жизни. Я также, живя в этом мире, хочу попробовать это опровергнуть. Первый и главнейший в жизни человека главный успех – построить нормальные взаимоотношения с Богом. И нет успеха выше. То есть самая главная наша цель и самый главный успех, какой мы можем только достичь в жизни, это построить нормальные, близкие, живые отношения с Богом. Поможет ли в этом надежда на себя? Скорее всего, помешает. А что может подвигнуть человека на то, чтобы он стал надеяться на себя? Ну, я так думаю, во-первых, это его ум. Давайте разберемся с умом в этом вопросе. Притча 3 глава, с 5 по 8 текст мы читаем. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези свои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Мне еще нравится замечание французского философа XVII века Жана де Лабрюера. Быть в восторге от самого себя и сохранять незыблемую уверенность в собственном уме – это несчастье, которое может стрястись только с тем, кто или вовсе не наделен умом, или наделенным в очень малой степени. Директор одной школы, ну это, скорее всего, было в послевоенное время, вот такой директор одной школы писал письма каждому человеку, каждому учителю, которого он нанимал на работу, принимал на работу. И он писал так: «Уважаемый учитель, я старый человек, и я пережил концлагерь. И мои глаза видели то, что не должен видеть никто. Как ученые-инженеры строят газовые камеры, как квалифицированные врачи отравляют детей, производя над ними опыты, как обученные медсестры убивают младенцев, как выпускники вузов расстреливают и сжигают живьем женщин, стариков и детей. Поэтому я не доверяю образованности. И я прошу вас, помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению новых чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов». Если помните, Эйхман – это был немецкий военный высокого чина, по приказу которого, в общем-то, и начались массовые убийства евреев. Чтение, письмо, математика важны только тогда, когда помогают нашим детям становиться человечными. Я бы здесь еще отметила то, что слово «образование», если мы подумаем, размышляем, да, что это слово произошло, видимо, от слова «образ». Все-таки, да, образование, образ.
Вот, и оно указывает не на научную степень, а на необходимость познать Христа и быть похожим на Него. У тебя есть ум, направь его на то, чтобы познавать Бога. Итак, на ум свой надеяться нельзя. Второе, на что часто надеется человек, это физическая сила и здоровье. Ну, тут у нас с вами масса примеров и в жизни, и в Писании, опровергающих эту ложную опору. Достаточен только пример классического здоровяка Голиафа. Рассказывать подробно я не буду, это знают и дети наши. Был здоров, поскользнулся, упал, очнулся, головы нет. Головы нет. Пожалуй, физическая сила – самое шаткое основание надежды на себя. Все люди, даже не очень умные, прекрасно понимают, что физическая сила у человека очень ненадолго. Итак, третья иллюзия надежды на себя – это свое богатство. Это сейчас особенно актуально. Как много сейчас, как написано в Псалме 48, с 7 по 15 стих. «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилище их». В самом богатстве-то ничего плохого нет, тем более грешного. Но для многих людей оно создает в их головах иллюзию вседозволенности и безнаказанности. И это часто подвигает их на поступки преступные и жестокие. Окончается это печально. Псалом 51, с 7 по 9 стих. «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Бога полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. И потом, даже если ты богат, то помни, если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Это записано в Екклесиастах, 5 глава, 18 стих. Екклесиаста, 5 глава, 18 стих. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Еще раз я это прочитала, да, Екклесиастах 5:18. А потому Господь предупреждает через того же царя Соломона, притча 23 глава, с 4 по 5 стих. «Не забудься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Итак, и богатство не повод для того, чтобы надеяться на себя. И, наконец, главная причина, по которой человек возлагает надежду на самого себя, это власть, которую он имеет. Ну, этот клинический случай мы достаточно подробно уже разобрали сегодня. И сделали вывод, что, во-первых, власть не зависит от ее имеющего, а зависит от Бога. Во-вторых, власть штука, ой, какая непрочная. Надеяться на то, что она у тебя будет достаточно долго, просто неумно. И, наконец, мы перейдем к самому очевидному для каждого христианина, к надежде на Бога. Все мы прекрасно понимаем, что это единственный вид надежды или упования, который соответствует самому понятию слова «надежда» или «упование». Напомню, надежда – ожидание чего-то благоприятного в сочетании с уверенностью в его осуществлении. То, на что можно надеяться, опереться, положиться, оплот. А упование – это твердая, стойкая надежда. И на кого ж надеяться, как не на того, кто вечен,
кто полон любви, кто никогда не солжет, кто держит все словом силы своей. Лучшие опоры и желать трудно. Самое, наверное, прекрасное место Писания о надежде на Господа, которое многие знают наизусть, я бы назвала его гимном надежды. Это Псалом 36, с 3 по 9 стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своему человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Казалось бы, что тут можно еще добавить? Можно было бы закончить сегодняшнюю проповедь, если бы не одно очень большое «но». Как показывает история церкви, да и жизнь каждого отдельного из нас, христианина, очень трудно надеяться на Бога на самом деле. Говорить «я надеюсь на Бога» очень легко, я бы сказала, даже слишком легко, и мы часто это говорим и делаем, да, когда, особенно в диалогах с кем-то, когда нам задают вопросы, я надеюсь на Господа, да, я уповаю на Бога. А в действительности надеяться на Него, когда возникают очень серьезные ситуации в жизни, проявляем ли мы эту надежду, о которой так говорим? И тут возникает несколько трудностей, преодолеть которые в состоянии далеко не все люди, не все церкви. Трудность номер 1. Бога увидеть нельзя. Для нас, для людей, действительно, это очень сложно, да? Надеяться на то, что мы не видим, не ощущаем, не осязаем и так далее. Мы же знаем, что Бога не видел никто и никогда, но, может быть, кто-то скажет, но Иисус, опять же, Иисуса мы тоже с вами не видели, да? Сегодня тем более. Трудность номер 2. В надежде на Бога это то, что на Бога нельзя, простите за сленг, наехать. Хотя, конечно, все мы, я не исключение, время от времени пытаемся это сделать. Господь, я уже много лет молюсь о своих проблемах, и что, где, почему, ну-ка давай. У вас как получается? У меня не очень чего-то добиться. Что в этом случае некоторые из нас норовят сделать? Либо опять-таки ищем того, кого можно увидеть, а лучше потрогать. Помните историю про царя Саула? Господь не отвечал, а вот мы к волшебнице. Да дух Самуила за ушко, да на солнышко. Ну-ка, Самуил, скажи, да всю правду расскажи. Мы, конечно, христиане к волшебникам не ходим, а проблемы не уходят, а избавиться от них хочется. А задуматься о том, что наша проблема, возможно, как слепота пазла, помогает нам сохранить нашу веру, совершить спасение и пройти поприще, задуматься о такой функции нашей проблемы, увы, порой нам слабо. Но еще хуже другое. После нескольких попыток наехать на Бога, нажать на Бога, человек поворачивается и уходит от Него. А это уже беда. Не пугают бывших верующих слова пророка Иеремии. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Иеремия 17:13. И, наконец, третья очень трудная сторона надежды на Бога. Его нельзя обмануть. Я могу до хрипоты кричать, я надеюсь на Бога, но если этого нет в моем сердце, то увы. Но все-таки, несмотря на трудности, мы стараемся надеяться на Него. Есть множество мест Писания, которые обещают великие блага тем, кто надеется на Него. Псалом 39:5. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Псалом 36:34.
Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Псалом 146:11. Благословит Господь боящимся Его, к уповающим на милость Его. Благоволит, извиняюсь. Псалом 61:6. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. И притча 14 глава 26 стих. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Притча 14:26. Евреям 10 глава с 35 по 39 текст записано. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же, не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Послание к Римлянам 15:13 апостол называет нашего Бога Бог надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Итак, суть надежды на Бога в том, чтобы полагаться на Его волю, принимать ее такой, какая она есть, честно, с самим собой и перед Богом. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Ну что ж, подведем итоги. Мы сегодня попытались разобраться, на кого можно надеяться, а на кого нет. И поняли, что нельзя надеяться на сильных мира сего, потому что их сила штука непрочная и временная. Нельзя надеяться на ближних, они такие же временные слабые люди, как и мы сами. Лучше самому служить для них надеждой. Нельзя надеяться и на свои действительные или мнимые достоинства. Это легкомысленно и опасно. Мы поняли, что в надежде на Бога нас могут поджидать трудности, а не в том, что Бог невидим, суверенен и всеведущ. И мы еще раз вспомнили, какие блага ожидают действительно уповающих на Него. А всю сегодняшнюю проповедь еще 2500 лет назад в несколько слов пророк Иеремия в 17 главе с 5 по 8 текст изложил. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, у которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, выпускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. И я верю, что эти пророческие слова актуальны и сегодня. И в завершении позвольте вам прочитать стих. Надежда нас не постыжает, ведь основание ее Бог. Святым нас духом подкрепляет, и в нем никто не одинок. Не полагайтесь вы на близких, на власть имеющих людей. Живем мы в мыслях эгоистских среди плотских миру страстей. И даже на себя не можем мы понадеяться, друзья. Ведь только скорби приумножим, когда пойдем за своим «я». А посему дарите людям надежду только на Христа. Любовью Его мы будем, всем помогая и служа. Благословение вам и силы, Святого Духа в скорби дней. Не будьте слабы и унылы, ведь наш Господь всего сильнее. Аминь. С этими словами вас приглашаю к молитве. Дорогой Господь, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты до сегодня охранил нас в руках Своих, за Твою великую милость и любовь к нам, за прощение,
за жизнь и здоровье, за мир, который Ты нам даруешь в сердцах наших, и за эту надежду, которую Ты подкрепляешь нас в тяжелые и трудные времена. Мы слабые и немощные, Господи, без Твоей поддержки, но наше упование только в Тебе, и надежда наша кроется в Твоих обетованиях, данных нам через Слово Твое. Мы просим, Господи, укрепи нас в силе Духом Твоим Святым, чтобы нам пройти наше поприще достойно имени Твоего Всевышнего и исполнить Твою святую, благую и угодную волю и засвидетельствовать всему миру о Твоей безмерной к нам любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.